В преддверии концерта в столице Хибла Гирзмава вместе с певцами Иваном Гангазовым, Владиславом Сулимским, а также дирижером Антоном Гришаниным ответили на вопросы журналистов. Начиная пресс-конференцию, Хибла Гирзмава в первую очередь поздравила всех жителей и гостей Абхазии с важным для нашей страны праздником – Днем признания независимости, и рассказала подробнее о репертуаре фестиваля в этом году. Первым долгом я бы хотела сказать, что я абсолютно счастлива, что у нас 21-й фестиваль состоялся. И, конечно же, на нашем фестивале всегда есть какие-то эксклюзивы и всегда есть что-то, что впервые в Абхазии. И для меня это важно, привозить что-то новое, чтобы людям было интересно. Поэтому в этом году Тоска с изумительными, потрясающими солистами. Я очень признательна правительству Республики Абхазия и Министерству культуры в лице Даура Вадимовича Ковы. И мне кажется, прекрасный праздник должен получиться и сегодня, и 28-го. Так что приходите. Масштабный фестиваль Хибла Гирзмава приглашает, требует большой подготовки. Оперная дива рассказала, что в организации проекта помогали многие люди, истинно горящие искусством и музыкой. Это Министерство культуры Абхазии, Министерство культуры России в лице Ольги Борисовны Любимовой и Президентский фонд культурных инициатив Роман Владимирович Карманов. И очень многие те, кто сделал так, что у нас фестиваль состоялся. Росконцерт обязательно. Я всех очень благодарю, потому что это действительно большая работа и большой проект. Поэтому я всем очень благодарна и всем очень признательна. Фестиваль Хибла Гирзмава приглашает, проходит в Абхазии уже в 21 раз. Отвечая на вопрос об изменениях в проекте, артистка отметила, что каждый раз программа продумывается до мельчайших деталей. Фестиваль всегда видоизменяется и меняется обязательно программа. И я повторюсь, мне очень хочется, чтобы сюда, в Абхазию, мы привозили что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому мы обязательно продумываем каждый год наш. И в этом году у нас Московский государственный академический симфонический оркестр. Замечательные ребята и прекрасный. Один из лучших оркестров России. Я очень признательна оркестру и то, что они нашли время. Очень многие в августе в отпусках, они нашли время и приехали. Поэтому я им очень благодарна. Маэстро Антон Гришанин, я считаю, что это один из выдающихся молодых дирижеров. И то, что он сделал, это действительно великое дело, потому что он собрал всю программу. Мы 28 числа в День Успения Святой Богородицы будем служить концерт у Пицунского храма, и это будут лауреаты нашего конкурса первого, международного, концертмейстеров и вокалистов. И мне кажется, что это тоже очень интересно, когда приезжают новые люди, неизвестные, и мы подготовили прекрасную программу. Так что я буду очень-очень ждать всех. В продолжении пресс-конференции к СМИ вышел заслуженный артист России, дирижер Антон Гришанин. Он рассказал, что впервые окажется на абхазской сцене, а потому чувствует особенную ответственность. Говоря о фестивале, Антон Гришанин отметил, что программа в действительности получилась очень интересной. Для меня большая честь быть в Абхазии, я в первый раз. Тут потрясающе. Мне очень все нравится. Лауреат национальной оперной премии «Онегин» Иван Гангазов также в первый раз посетил Солнечную Республику и, по его словам, остался под большим впечатлением. Да, я абсолютно первый раз в Абхазии. И, конечно, под огромным впечатлением от красоты, от природы, конечно, в первую очередь. Но мне очень нравится вот сама атмосфера площадки, да, среди пальм, среди моря, гор. То есть это, конечно, я в таких мероприятиях еще не участвовал. Солист Мариинского театра Владислав Сулимский рассказал, что подготовка к фестивалю, несмотря на некоторые волнения, ему очень понравилась. Я первый раз присутствую на данном событии. Пока все нравится. Окружение, обстановка, ажиотаж здоровый. То есть немножко нервничают все. Это самое главное. Если нервничают люди, значит, не безразлично все.
Владислав Сулимский не первый раз выступает вместе с Хиблой Гирзмава и, как отметил сам оперный певец, надеется и дальше делить с оперной дивой сцену. Особенного внимания заслуживает репертуар фестиваля в этом году. Владислав Сулимский поделился, что считает программу очень удачной. Показывать оперу, в которой ты примадонна, это правильное решение, я считаю. И окружить себя талантливыми молодыми певцами, пригласить коллег. 21-й международный музыкальный фестиваль Хибла Гирзмава приглашает продолжится 28 августа в Пицунде. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.